В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. МЧС Абхазии присоединилась к поисковой операции. Абхазские спасатели работают в акватории Гагры. Вашими успехами гордится вся страна. Президент принял ведущих спортсменов Абхазии. Праздник детям. Общественные организации проводят благотворительные мероприятия. В акватории Сочи продолжается операция по поиску погибших в результате крушения Ту-154 в Черном море. Сегодня в России день траура по жертвам авиакатастрофы, в которой погибли 92 человека. Утром 25 декабря над Черным морем потерпел катастрофу самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в сирийскую провинцию Латакия. На борту лайнера находились музыканты ансамбля имени Александрова, представители прессы, сопровождающие, и 8 членов экипажа. Вся Абхазия скорбит в эти дни вместе с российским народом. К посольству России люди весь день несли цветы. Еще накануне президент республики Рауль Хаджимба направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В этот тяжелый для России час от имени народа Абхазии от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким жертв этой трагедии, отметил президент в своем соболезновании. Слова искреннего соболезнования высказывают общественные организации страны, партии и движения. Граждане Абхазии потрясены этой страшной трагедией. Вместе с родными и близкими погибших, со всеми россиянами мы разделяем боль невосполнимой утраты, говорится в частности в соболезновании спикера Народного собрания Валерия Буганова. В самолете погибли наши коллеги, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезда», летевшие в Сирию для освещения предстоящего концерта. В связи с этим Союз журналистов Республики Абхазия выразил соболезнования Союзу журналистов России. Скорбим по жертвам трагедии вместе с журналистским сообществом Российской Федерации. Разделяем боль утраты родных и близких погибших, выражаем им сочувствие и искренние соболезнования, говорится в частности в соболезновании. Сегодня рано утром к поисковой операции в акватории Гагры приступили сотрудники МЧС Абхазии. По словам специалистов, сильное морское течение вполне способно занести обломки российского самолета, а также тела погибших в территориальные воды Абхазии. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии патрулировали как прибрежную часть Гагрской бухты, так и территорию на максимальном удалении от берега. На 2 катерах 20 человек находятся, а по береговой линии от Пицунды до Псоу 50 человек задействованы на поисковой работе. Завтра мы еще один катер подключим к поискам и будем вести поиски. Пока что поиски не увенчались успехом, пока ничего не нашли, но в настоящее время работа ведется дальше. Совместно с российскими коллегами мы разбираем Гагрскую акваторию на квадраты, то есть берем квадратуру начиная от границы Псоу до Пицунды. Накануне колонна МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квицини отбыла в Донбасс. Абхазские спасатели везут жителям Луганской и Донецкой народных республик подарки к Новому году, в частности цитрусовые, а также бутилированную воду и фруктовые напитки, произведенные в республике. Вместе со спасателями отправились и артисты шоу-группы. Они дадут концерт в Луганске и в Донецке. К другим новостям. Сегодня президент Рауль Хаджимба принял ведущих спортсменов Республики Абхазия. На встрече были обсуждены главные спортивные достижения в 2016 году, а также перспективы развития спорта в республике. Открывая встречу, глава государства подчеркнул, что спорту в Абхазии всегда уделялось особое внимание. Президент Рауль Хаджимба отметил, что в советское время абхазские спортсмены достойно выступали во многих видах спорта, на соревнованиях самого различного уровня, что на памяти старшего поколения имена спортсменов мирового класса, выходцев из Абхазии. Глава государства подчеркнул, что получать отличные результаты можно и сегодня. Главное – желание достичь новых спортивных высот. Президент подчеркнул важность роли
тренеров, которые готовы днем и ночью заниматься своей работой. В вашей жизни будет еще много побед, которые порадуют нас всех и, конечно же, вас самих, сказал президент, обращаясь к спортсменам. Да, бывает, приходится выступать под флагом другого государства, но все равно внутренне вы знаете, что вы представляете Абхазию, и вот внутренняя вот эта гордость, это вот трепетное такое отношение ко всему, вы знаете, связано не только с вашими личностями, а со всем тем процессом, которые вот во все эти годы складывались, со всеми теми людьми, кто создавал эту ситуацию. Мы гордимся, когда мы видим, что наши ребята становятся на пьедесталы почета, а еще тем более, когда над ними развивается наш абхазский флаг. Это дорогого стоит. Бокс, единоборство, грэпплинг, вольная борьба, каратэ-до – именно такие виды спорта порадовали как самих спортсменов, так и всю республику отличными результатами в уходящем 2016 году. Президент Федерации каратэ-до Абхазии и тренер сборной страны Ахра Бухба передал кубки в дар президенту страны. Оказывается, мы оказались среди тех стран, которые и материально осилили этот кризис, и все-таки мы поучаствовали. Реально. Говорят, плохо живут. Да. Значит, это вот сам кубок. Этот кубок я хочу представить малыша, который Казахстан, Россия, Абхазия. Создав совместную команду, они выступили. Он был, первым номером выступал, и вот этот кубок принес он. Подытоживая встречу, Рауль Хаджимба пожелал успехов спортсменам и лично вручил памятные подарки. Наши спортсмены успешно выступили в программе двоеборья Фукугу и в командных встречах юниоров. Николя Гумава и Саслан Бегвава завоевали золотые медали. Роза Бегвава и Сима Харази – серебряные. Леон Эшба – бронзовую. Лаша Ченгели стал четвертым. Пашакатан Казеха. В кубке участвовало 11 стран. Мы участвовали на чемпионате мира в Париже, даже вот в пригороде Рони-Сибуа. Были очень большие соревнования, много стран, там Куба, Мексика, Карибские острова, Америка. В общем, было очень много стран, много участников, было сложно, но вот наша сборная, мы привезли немало медалей. Эмоции у меня были, ощущения, конечно, потрясающие, потому что я запомню это на всю жизнь. Я очень сильно нервничала, но благодаря поддержке моей команды, благодаря моему тренеру все получилось замечательно, и вот результат. Я занимаюсь карате. Занимаюсь уже 2-й год. И участвовала в Париже на соревнованиях. Провела 2 поединка и выиграла 2-е место. Это моя жизнь, так скажу, потому что я даже планирую в дальнейшем, может быть, и углубиться и тренировать, если получится. Национальная сборная Федерации каратэ-до Абхазии, в том числе спортсмены секции каратэ-комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, приняли участие в 5-м Кубке мира Пашакатан Казеха во Франции в международных семинарах технический, судейский и мастер-класс в городе Рони-Сибуа и Париже. Мы выступали 2 дня. Я выиграл на 2-й день соревнования. Я участвовал вместе с Россией и Казахстаном. И вот вместе мы взяли 1-е место. И уже по традиции после официальной части встречи с главой государства Раулем Хаджимба совместное фото на память. Рената Шакая, Беслан Джинджулия, Абхазское телевидение. Сегодня пресс-служба МВД Абхазии распространила информацию о краже в администрации Гулрипского района. В дежурную часть Гулрипского районного отдела внутренних дел поступило телефонное сообщение о краже денежных средств отдела образования администрации Гулрипского района. Выездом оперативно-следственной группы на место установлено, что в ночь на 23 декабря неустановленным лицом, проникшим в здание администрации района путем отжатия оконной рамы на 1-м этаже, была совершена кража денег в сумме 2 980 000 рублей из сейфа в кабинете бухгалтера отдела
образования, открытого путем подбора ключей. Данные денежные средства принадлежали отделу образования администрации Гулрипского района. Следственная группа отдела внутренних дел по Гулрипскому району по данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении данного преступления в тот же день была доставлена в районный отдел милиции главный бухгалтер отдела образования Эльвира Нормания. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий 25 декабря в МВД доставлен Даур Тания, 1967 года рождения, уроженец и житель села Покаша Чемчирского района, который добровольно выдал деньги в сумме 1 миллиона 131 тысячи рублей и признался в совершении данной кражи. Расследование продолжается. Принимаются меры по обнаружению и возвращению остальных похищенных средств. Гражданин Тания задержан и водворен в ВВС МВД Республики Абхазия. Даур Тания – известный общественный деятель Абхазии. В марте был руководителем инициативной группы по проведению референдума с вопросом о досрочной отставке президента. В последнее время все больше людей обращаются с высокой температурой в лечебные учреждения. Опасаясь подцепить вирус, люди на улицах ходят в медицинских масках. Сезонное обострение или же эпидемия? Это выясняла наш корреспондент Сария Смар. С каждым днем очередь на прием к терапевту только растет. Сюда обращаются люди уже с выраженными признаками ОРВИ, с высокой температурой, заложенностью носа, слабостью. В республиканской больнице на сегодняшний день в терапевтическом отделении лежат более 50 человек. Многим врачи прописывают лечение на дому. При этом, по словам заведующей отделением Анжелы Арчелия, подобная вспышка гриппа – это сезонное явление. Накануне Нового года количество больных вирусными инфекциями возрастает. Это из года в год, и мы всегда ждем вспышки гриппа. Но в этом году так же, как и в прошлом году, так же, как и в позапрошлом году. То есть тенденция к увеличению количества по отношению с прошлым годом не наблюдается. Пока так же, потом посмотрим. В это время особенно больше болеют дети. Именно поэтому в городской детской больнице сегодня большая очередь к педиатру. По словам специалистов, в течение последних нескольких дней к ним обращаются намного больше людей, чем в обычные дни. Детей тщательно обследуют, прописывают курс лечения и отправляют домой. В такое время года, естественно, идет обострение, сезонное обострение. Вирус гриппа, естественно, достаточно часто встречается. Ну и по количеству детей, обращающихся в наш приемный покой, можно судить о том, что идет именно сезонное обострение с вирусом гриппа. На сегодняшний день, можно сказать, приблизительно человек, наверное, до 20-30 в сутки обращаются. В любом случае опасаться, конечно, нужно. Нужно проводить профилактику однозначно. При первых каких-то симптомах повышения температуры, повышается температура достаточно высоко, до высоких цифр. При появлении такой симптоматики однозначно не лечиться дома самостоятельно, обращаться в медицинские учреждения, либо в поликлинику, либо в больницу, соответственно. Врачи говорят, что причин для паники нет, но, конечно, лучше всего принять меры предосторожности и защитить себя от вирусной инфекции. Для этого необходимо соблюдать элементарные правила профилактики. Не стоит посещать места с большим скоплением людей. Необходимо чаще мыть руки мылом, больше находиться на свежем воздухе и проветривать помещение. Именно тогда есть вероятность того, что болезнь пройдет мимо вас и ваших близких. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. На базе государственного учреждения Абхазская государственная филармония имени Раждина Гумба приказом министра культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия создан оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария. Оркестр создан в целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев и фольклора. Новогодний подарок для детей подопечных фонда Ашана организовала сегодня сотовая компания Амобайл. Праздник вызвал искренний восторг ребятишек, которые пусть и на время, но забыли о своих проблемах. Увидеть Деда Мороза и даже пообщаться с ним, а самое главное, хоть и ненадолго, окунуться в настоящую сказку. Для 20 детей с ограниченными возможностями это стало возможным благодаря сотовой компании Амобайл. Как и каждый год, они пригласили подопечных фонда Ашана на новогодний спектакль в Русский драмтеатр. Ребята с этого фонда мы знаем лично, они растут на наших глазах. Очень хотелось подарить им в канун Нового года небольшую сказку. Эта акция для нас уже ежегодная. Конечно, в Новый год все ждут чудеса, и мы верим, что сегодня в Русдраме, посмотрев эту сказку, наши детишки узнают, что существует добро.
«Хроники Зазеркалья», сказка о добре и зле известного писателя Клайва Льюиса, была представлена маленьким зрителям в совершенно новой постановке режиссера Джамбула Жордания. Это такой новогодний проект. Детям очень нравится. Вот мы уже сыграли один спектакль. Абсолютный восторг. И мы благодарим, конечно, компанию Mobile за поддержку деятельности нашего театра. Вот сегодня компания Mobile организовала посещение спектакля детьми из фонда Ашана. Это очень хорошая акция, такая благотворительная. Мы с удовольствием поддерживаем. И я уверен, что дети сегодня выйдут с хорошим новогодним настроением из зала. Главным героям сказки пришлось пройти настоящие испытания, чтобы победить зло и встретить Новый год со своими друзьями. Дети не могли скрыть удивления и восторга. Они по-настоящему сопереживали главным героям и радовались счастливому концу. После окончания спектакля детей ждали еще сюрпризы. Вместе с актерами они сыграли в игры. Счастливый детский смех то и дело раздавался по залу. Уже в фойе драмтеатра дети и их родители делились впечатлениями об увиденном. Равнодушных здесь не было. Да, я даже сама не ожидала, что он будет так тихо сидеть, спокойно. Очень все хорошо. Он все посмотрел, что нам показали. Он был очень рад. И Дед Мороза он увидел. Он на Новый год ждал как раз Дед Мороза. Вам спектакль понравился? Да. А что вы увидели? Кого вы там увидели? Колдунью Деда Мороза. И фею. А кто вам больше всего понравился? Дед Мороз. По словам представителя благотворительного фонда Ашана, с компанией Amobile не сотрудничают уже достаточно давно, и подобного рода акции новогодние сладкие подарки стали традицией. Они с удовольствием согласились приехать сегодня посетить данное мероприятие, так как дети, как вы знаете, всегда ждут волшебства в Новый год, а больные дети ждут его вдвойне, поэтому все было воспринято на ура. В канун Нового года всем хочется верить в сказку. Эти дети, пусть и ненадолго, но забыли о своих недугах и проблемах. Вместе со своими родителями они искренне радовались организованному празднику. Сария Смыр, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Благотворительная общественная организация «Кераз» организовала новогоднюю акцию «Астер Хамтас» для малоимущих и многодетных семей. Цель акции – исполнить желания детей, которые ранее отправили письма Деду Морозу. В роли Деда Мороза мог быть любой человек, изъявивший желание принять участие в благотворительности. Все подарки, а это сладости, игрушки, новые вещи, собранные по всей стране, были вручены сегодня в Абхазском драматическом театре. Кроме того, компания «Аквафон» помогла организовать для детей из малоимущих семей бесплатное посещение премьерного спектакля на сцене драмтеатра «Снежная королева». На сегодняшний день практически 550 детей, получается, по нашим спискам, будут с подарками. Аквафон нам очень сильно помог в организации данного мероприятия. Во-первых, они для 80 детей сделали подарки. Также они закупили обогреватели для 50 семей, да, чтобы они могли зимой согреться, чтобы им не было холодно. Ну и, конечно, они всеместно нам помогают. У этой акции есть еще одна составляющая. Нам стало известно, что есть семьи, которые, к большому сожалению, не могут украсить праздничные столы. Для таких семей изыскана возможность помочь материально для того, чтобы праздник вкусный, теплый пришел в их дом. Таких семей будет 6. И несколько позже они также встретят нас у себя дома, примут наше поздравление. Политическая партия «Народный фронт Абхазии» совместно с благотворительным фондом «Абхазия» приготовила новогодние подарки для учащихся средних школ. Сегодня более 100 учеников начальных классов столичной школы номер 14 получили сладкие подарки и канцелярские принадлежности. Данная акция была осуществлена за счет членских взносов политической партии «Народный фронт Абхазии» за справедливость и развитие при поддержке благотворительного фонда «Абхазия» и фирмы «Премиум». В преддверии Нового года немного улучшить настроение наших детишек, и в этой связи мы решили сделать новогодние подарки, сладкие новогодние подарки. Также в подарки мы включаем канцелярские принадлежности для малоимущих семей.
В общей сложности мы смогли собрать средств на 423 подарка, которые будут переданы 14-й средней школе, Синопской средней школе номер 6, 1-й Бедийской школе. Также мы будем точечно развозить подарки по районам Абхазии. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем плюс 9-11 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.